Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. По поводу инцидента, который произошел в Казбековском районе в селе Ленин-Аул, где была снесена историческая мечеть, которая была построена в 19 веке, принадлежала чеченскому обществу. Мы, прежде чем это произошло, 6 мая послали нашу делегацию, наших представителей, муфтию Дагестана, что вот такой вопрос стоит, на что муфтий Дагестана совершенно справедливо и четко, ясно сказал, что это недопустимо. В эту ночь мечеть была снесена с 6 на 7 мая. 6 мая этот разговор произошел, на 7 мая мечеть снесена. Люди, которые это сделали, ослушались, во-первых, муфтия Дагестана. После этого еще раз мы послали нашу делегацию, где муфтий Дагестана, конечно же, выразил свое недовольство по поводу произошедшего. И мы договорились, иншаллах, после хаджа мы сядем и обсудим это на уровне богословов. Сразу хочу заметить, что нас призвали к этому разбирательству, дагестанская сторона. Мы приняли этот призыв, и поэтому мы сядем, будем разбираться по нормам ислама. Там будет два вопроса. Снесение мечети, насколько соответствует нормам ислама, что произошло и что дальше мы должны делать. Второй вопрос. Это наболевший вопрос на протяжении очень многих лет. По возвращению сталинских репрессий, ссылки, чеченцы не могут заселиться в свои дома. Как председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, еще хочу заметить, что это разбирательство будет не только между богословами, дагестанцами, чеченцами, а также там будут присутствовать и другие богословы со всех духовных управлений Северного Кавказа. Поэтому мы призываем наших всех братьев, чтобы не поддавались на провокацию, не сеяли смуту, не оскорбляли друг друга, потому что очень много достойных, богобоязненных, справедливых наших братьев-дагестанцев. Нельзя оскорблять нацию, друг друга оскорблять нельзя. У каждой нации есть хорошие поступки и плохие поступки. Это не отражается на общей нации. Поэтому мы должны быть в единстве, согласии. На этом заседании мы, конечно же, будем осуждать все по нормам ислама и примем самое справедливое решение, иншаллах. И надеемся, что мы все будем придерживаться этому решению. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.